Музыка, которую трудно не узнать, даже без слов. Преклонить колено и возложить красные гвоздики к вечному огню в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной, собрались жители Назрани, руководство города и те немногие свидетели кровопролитной войны, оставшиеся в живых. Осман Тома в боях не участвовал, но помогал ковать победу в тылу, своим трудом внося достойный вклад в дело победы над фашистской Германией и ее союзниками. Память о подвиге солдата, идущего навстречу смерти, тружеников тыла, работавших днями и ночами в поле у станков, подвиги детей, которые наравне со взрослыми трудились, забросив детские игры, должна жить в наших сердцах вечно, говорят как один участники памятного возложения. Это большой праздник для не только Назрани, республики, и для всей страны. Мы все понимаем, насколько трудом он достался, вот этот праздник, это великая победа в нашей стране. Поэтому хотелось бы пожелать всем нашим ветеранам, вдовам ветеранов, которых у нас осталось очень мало, самое главное – здоровье. Самое главное, чтобы они были здоровы и счастливы. Очень важно помнить о Великой Отечественной войне. Почему? Потому, чтобы завтра не повторилось подобное. Это страшно, это тяжелая и кровопролитная страница нашей истории. Я желаю всем ветеранам здоровья. Я желаю всем ветеранам счастья. Я желаю всем ветеранам вот такого чистого и яркого неба над головой. На всех фронтах, не жалея себя, ни своей жизни, ни своей крови, также сражались выходцы из нашей родной Ингушетии. Более 21 тысячи человек ушли на фронт. 4700 из них ушли добровольцами. Не вернулись, остались на поле боя более 6500 человек. Возложение цветов, парад победы – не только дань памяти героям войны, но и один из эффективных способов передать молодому поколению, которые родились под мирным небом, не слышали воя бомб, грохотов канонады, детям, которые, может, и в жизни не видели живого фронтовика. Весь тот героизм, мужество, боль, самоотверженность, чтобы в их сердцах жила память. Надо поблагодарить всех ветеранов. Огромное им спасибо. Никто не забыт и ничто не забыто. Они напали внезапно на Брестскую крепость, и там пролилось больше всего крови. Там была первый бой с фашистами. У времени есть своя память, история, и важно не забывать. Наши солдаты спасли не только страну, множество самых разных народов. Они спасли от угрозы уничтожения и заплатили за это страшную цену. В столице Ингушетии также состоялось возложение цветов к годовщине Великой Победы. В памятном мероприятии в Магасе приняли участие жители города, ветераны афганской войны и потомки участников Великой Отечественной. Мой отец Костой Алихан Ахмедович, он был участником войны, у него есть боевые награды, дошел до Берлина. Я сегодня хотел бы, чтобы пожелал бы всем, чтобы у нас никогда не было этой войны, чтобы мы никогда не плакали, не теряли ни близких, ни отцов, ни матерей. Наши отцы, деды вместе ковали эту победу. Многие положили в своей жизни алтарь победы. Особую благодарность тем великим сынам, дочерям ингушского народа. Эта война была самой страшной, жестокой и масштабной по количеству жертв – больше 26 миллионов человек. Именно эту победу мы и называем великой. Амина Бокова, Магомед Аскиев, Новости 24.